Трагедия в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве потрясла всю страну. 14 января в доме на улице Авиационная рухнул лифт. В результате погибла женщина. Точная причина произошедшего пока не установлена, но в связи с трагедией в регионах усилят контроль за эксплуатацией лифтов. Каково состояние подъемных устройств в Якутске, расскажет Саргалана Захарова. Каждый горожанин хотя бы раз в жизни сталкивался с неисправностями лифта. Одни натыкались на закрытые двери, а кому повезло меньше, могли и застрять внутри кабины. Если произошла внезапная остановка лифта, то самостоятельно пытаться из нее выбраться нельзя. Необходимо нажать на кнопку экстренного вызова диспетчера. В лифте что случилось? Придется подождать, аварийная служба выезжает к вам. Все вызовы поступают в один диспетчерский пункт, откуда его немедленно направят в механику, за которым закреплен дом. За каждым лифтом обязательно приказом закрепляется электромеханик, который прошел обучение, который имеет надлежащее удостоверение, который пригоден по состоянию здоровья. Он осуществляет техническое обслуживание лифта. Это все подтверждается приказами, заносится в паспорт лифта. То есть все это фиксируется, все это очень не просто так, что вот пришел первый встречный, да, и начал обслуживать лифты. Трагедия в жилом комплексе «Алые паруса» по версии распространяемых средств массовой информации могла произойти из-за обрыва троса. Однако специалисты утверждают, что такое было бы возможно только при внешнем воздействии, либо лифт не обслуживался достаточно долгое время и сыграл человеческий фактор. Что касается Якутска, каждый лифт проверяют как минимум раз в год. Ранее надзорные функции выполнял Ростехнадзор, но несколько лет назад их передали частной компании. Мы проводим ежегодные проверки на лифтах, смотрим их техническое состояние, следим за контролем, за исполнением эксплуатирующих организаций, как они эксплуатируют свой лифт. Главное требование – это, соответственно, конечно же, безопасность, то есть чтобы все в режиме безопасности были в работе. То есть, если что-то у нас не работает, мы даем замечания, это устраняют и, соответственно, выходим повторно и проверяем. В целом, как отмечают специалисты фирм-подрядчиков и надзорных органов, лифты города находятся в удовлетворительном состоянии. Однако никто не застрахован. И чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо помнить о правилах поведения в лифте. Не допускать перегрузов, если вы с ребенком, то входить первым, а выходить последним, а также не входить в открытый лифт. Саргалана Захарова, Василий Соловьев, Дмитрий Сергучев, НВК «Саха», Якутск.